Сегодня депутаты Госсовета Коми рассмотрели программу управления госимуществом. Ее финансирование на следующий год составит 225 миллионов 700 тысяч рублей. Это почти в 2 раза ниже показателей этого года. Это связано с тем, что на 2021 и 2023 года не запланирована покупка недвижимого имущества в государственную собственность, а также на 2020 год было запланировано финансы на ремонт государственных зданий, и эти работы будут выполнены в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса в этом году есть риски недостижения некоторых плановых показателей в управлении госсобственностью, отметил Степан Чураков. Это связано со снижением и отсрочкой арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства. В период режима повышенной готовности, в период пандемии на уровне субъекта реализованы меры имущественной поддержки, которые значительно шире тех мер, которые приняты на федеральном уровне. В частности, у нас на период с 1 апреля по 1 октября полностью освобождены от уплаты арендной платы за государственное и муниципальное имущество субъекты МСП, которые работают в наиболее пострадавших отраслях экономики. На 50% освобождены все остальные субъекты МСП. Кроме того, действуют такие меры, как отсрочка арендной платы, которая приходится в 2020 году к уплате на 2021 год. По словам Александра Сажина, во время режима повышенной готовности процедуры приватизации объектов государственной собственности были приостановлены. Работу возобновили лишь в конце 3-го квартала. Таким образом, из 11 объектов, планируемых к приватизации, реализованы 3. Доходы в бюджет составили 1 700 000 рублей. Сейчас в Коми проводится полномасштабная инвентаризация государственного и муниципального имущества. До конца года все балансодержатели должны представить результаты этой работы, после чего будут сделаны выводы об эффективности использования того или иного госимущества и разработан план конкретных мероприятий.